Добрый день. Сегодня у нас в гостях глава социального фонда Кыргызской Республики Мухаммадкалы Абылгазиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать вас и хотелось бы спросить, как вы себя чувствуете? Все ли хорошо в социальном фонде? Ну, я думаю, все нормально, Угу. за исключением некоторых моментов. Угу. Трудности есть, Угу. ну, все нормально. Ну что ж, тогда не будем долго тянуть и перейдем непосредственно сразу к вопросам от читателей. Хорошо. Читатель под ником «Звонок» спрашивает и хочет узнать немножко подробнее о повышении пенсии с 10 сентября этого года. Кому они повысятся и каким образом? Хорошо, спасибо. Вы знаете, вот вышло постановление правительства в июне месяце за номером 411, который был согласован прежде как выпустить постановление с президентом республики и другими ведомствами. И с 1 сентября практически уже состоялось повышение пенсии, страховых частей пенсии. В этот раз мы подошли так, что кто имеет, мужчина, кто имеет 40 лет и более стаж, и женщины 35 лет и более стаж, мы им будем добавлять, с учетом того, что многие годы они проработали, но в связи с тем, что вот с 90-го года и учителя, и работники здравоохранения получали маленькую заработную плату, но у них стаж такой был большой, поэтому мы решили им прибавить по 500 сомов, а у кого меньше стажа 40 лет мужчины и 35 лет женщины, мы добавим 250 сомов. Кроме того, мы оставим пенсионерам, пенсионерам и инвалидам первой группы добавили тоже 500 сомов. Вы знаете, что это население, категория населения, которые потеряли трудоспособность, нуждаются в помощи других людей. Поэтому с учетом этих моментов мы тоже им добавили по 500 сомов. Еще один момент, мы сняли ограничение заработной платы для исчисления первой страховой части пенсии. Там до 96 года мы вводили при исчислении первой страховой части пенсии ограничение по заработной плате, кто проработал в советское время, кто получал большие заработные плату, и с учетом наших средств, возможностей мы вводили когда-то ограничения. И вот это вот ограничение тоже мы подняли. Там был порог, мы порог подняли с 8 тысяч до 15 тысяч сомов. И в результате этого около 9 тысяч пенсионеров, которые многие годы работали и получали большие зарплаты, и пенсионеры тоже будут получать хорошую прибавку. Ну, в результате получается в среднем страховая часть пенсии, страховой части, первая и вторая страховой части пенсии, они будут повышены на 12%. У некоторых людей, вот, например, кому мы добавили 250 сомов, хотя у них мало отчислений пенсионного фонда, если мы добавляем 250 сомов, у них получалось некоторых даже 20%, 18-20%. Но все средства у нас в бюджете имеются, с расчетом того, что до конца года будет расходоваться где-то более 800 миллионов сомов, а в следующем году это будет дополнительная нагрузка, но эти расчеты тоже есть, которые будем покрывать эти разные средства. И с 1 сентября мы пересчитали, с 10 числа сентября уже наши пенсионеры получали пенсию с повышением. То есть уже получили, да? Получили, да. Через коммерческие банки, через почту. Я думаю, до конца месяца мы, до 25 числа мы рассчитаемся со всеми пенсионерами нашими. Хорошо. Следующий вопрос у нас от читателя Лидоруб. Он спрашивает, почему остановили вопрос о пенсиях судей? Вы очень своевременно подняли об этом вопрос, ибо 40 лет проработавший рабочий получает 5 тысяч сом пенсию, а судья, проработавший 20 лет, получает пенсию в 70 тысяч сомов. Кроме этого,
отказались от урезания незаконно получаемой суммы пенсии в связи с неправильными расчетами, таким как бывшие судьи Касымов и Джумашев. Это такой вопрос. Вы знаете, мы говорили, что у нас в ноябре месяце 2014 года подписано постановление о принятии новой концепции развития пенсионного обеспечения в республике. И одним из главных вопросов это создание такой справедливой системы, где всем обеспечиваются равные права, равное участие каждого гражданина. И в зависимости от того, как он будет участвовать в формировании будущей пенсии, и такая будет будущая пенсия. Но в течение последних лет у нас были в пенсионной системе вот такие большие перекосы. Кому-то добавляли надбавки большие, в том числе вот работникам судейской системы. И в концепции мы предусматривали отмену этой надбавки. И нами было подготовлен проект закона и принято было постановление правительства. Но этот закон, который касается надбавки судей, должно было проходить через изменения в конституционный закон о статусе судей. И чтобы внести изменения в этот закон, должны были получить одобрение 2/3 голосов наших депутатов. И когда было обсуждение, все вроде бы поддерживали, что это правильное изменение в закон. Но когда состоялось голосование, получилось у нас за проголосовали 69 депутатов, а необходимо было 80. И в связи с тем, что мы не набрали нужных голосов, этот закон не прошел. Ну, мы успокаиваться на этом не будем, мы будем еще раз поднимать, потому что если отклоненный закон можно возвратить и через 6 месяцев еще раз мы возвратимся, потому что у нас есть много граждан, которые многие годы тоже проработали в тяжелых условиях. Если обращаются шахтеры, кто работал в сфере животноводства, в отдаленных районах и так далее, они тоже просят, если есть возможность надбавки работникам судейского корпуса, почему не добавить и шахтера, да? Или кто занимается скотоводством и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы не было таких перекосов, недовольств из других граждан, мы настаиваем, чтобы эту надбавку убрать и пересмотреть, как она работает в других странах. Например, пенсионное обеспечение работников судейского корпуса в других странах зависит от заработной платы. А не предусматривается у них надбавка к пенсии. То есть мы должны уходить от того, чтобы кому-то добавить какую-то прибавку к пенсиям, я думаю, это несправедливо. А все должно быть так, что кто сколько наработал, сколько заработал денег, и сколько отчислял в пенсионный фонд, в зависимости от того и должны получать пенсию. А защищать, есть кого защищать, другие категории, которые получили инвалидность, кто потерял кормильца в семье и так далее, мы должны им помогать. А кто нуждается в надбавках, это будет обеспечиваться через систему социальной помощи или социальной защиты, через Министерство социальной политики. Поэтому к этому вопросу, я думаю, еще мы возвратимся, еще вернемся и будем поднимать. Я думаю, может быть, следующий корпус, депутатский корпус будет поддерживать и будет внесено изменения. Почему депутаты проголосовали многие против и законопроект не был принят? Вы знаете, все равно мы должны говорить открыто, что среди депутатов есть люди, которые проработали в этой системе много лет. И в знак солидарности, да, поддержать, если бывший работник судейского корпуса работает, они обращаются, потом лоббируют, договариваются. Ну, в смысле договариваются, что объясняют, что нельзя отменять такие моменты. И кто, может быть, и с пониманием относится, что надо защищать судей, чтобы не было проявлений коррупционных, то, что мы говорим. Но с одной стороны, когда вот открытое лобби идет
многие депутаты поддерживают это, ну, конечно, это огорчает. Хорошо. У нас следующий вопрос. Читатель спрашивает, почему ваши сотрудники не могут по телефону информировать о пенсии и о том, как идет надбавка, так как многие не знают, что им положена надбавка по разным причинам. Просто один раз мы звонили, и нам нагрубил ваш оператор, потом нам обратно перезвонили на стационарный и начали угрожать о том, что снизят размер пенсии. Ну, знаете, вот есть такие проявления, есть такие моменты. Но мы работаем над этим, чтобы каждый наш сотрудник умел обращаться, умел ответить, как она полагается по стандартам государственного служащего или работников соцфонда. Но если я бы хотел, чтобы вот такие моменты исправить, обязательно нужна поддержка самого населения, моментально реагировать, позвонить. У нас есть телефон, который работает. Телефон доверия? Телефон доверия. Недавно мы открыли уже колл-центр, где могут обращаться, где, в каких местах столкнулись с грубостью наших сотрудников, неправильным объяснением законодательства и так далее, и так далее. И поэтому мы у себя боремся каждый год, через 2 года проводим аттестацию, проверяем подготовки наших кадров, и проводим повышение квалификации наших кадров. К сожалению, без этих сотрудников, я бы сказал, что пока не получается. Но в связи с тем, что вот такие обращения, ну, по сравнению с другими годами, они уменьшились. Есть еще задумки, что созданием колл-центра, созданием центров обслуживания населения, где будут наши пенсионеры, и не только пенсионеры, а простые граждане проходить и получить высокопрофессиональную такую квалификацию, создать такой центр, и начиная от вопросов пенсионного обеспечения, тарифной политики и других вопросов, касающихся пенсионной системы, получить на должном уровне. Мы будем стараться, и у нас задумки такие есть. Хорошо, значит, работа все-таки в этом направлении ведется. Еще раз обращаюсь, что если есть такие моменты, немедленно позвонить. У меня работает целый отдел по приему жалоб, обращений наших граждан. И вот телефон 57 66 61, там у нас работают такие высококвалифицированные специалисты, они могут сразу реагировать. Если не получается, тогда мы можем даже принять административные меры до увольнения этих сотрудников. Хорошо. Следующий читатель просит разъяснить следующую ситуацию. Почему индивидуальному предпринимателю, пенсионеру, который исправно и честно платил отчисления в соцфонд, примерно 4000 сомов в месяц, по итогам года в Свердловском отделении сказали, что добавят к пенсии только 17 сомов. Он считает, что это издевательство над пенсионерами. Ну, я думаю, это наш читатель, он обратился с вопросом, я думаю, работающий пенсионер. Если работающий пенсионер, мы посчитали, если ежемесячно он отчисляет около 4000 сомов, у него не должно быть 17 сомов прибавки. Мы посчитали, может быть, они путают стоимость патента и со стоимостью страхового полиса. Мы посчитали, чтобы добавить ему 17 сомов, у него, наверное, отчисление было где-то 250-300 сомов. А вот то, что наши же путают, патент от страхового полиса. Поэтому мы обращаюсь, может быть, ко мне придут, я буду принимать и разберемся. Если 4000, никак не может быть 17 000. А какая надбавка должна быть при отчислении в 4000 сомов? Если 4000 сомов, минимум 500 сомов должна быть прибавка. От 450-500 сомов прибавка ежемесячная должна быть после перерасчета. У нас работающим пенсионерам каждый год после 1 января
идет перерасчет. После представления всех документов с бухгалтерии, которые работают они, бухгалтерии учреждения, и наши берут эти данные, потом пересчитают и прибавят пенсию. Механизм уже работает. У нас где-то около из 600 тысяч пенсионеров, около 50 тысяч пенсионеров, это работающие пенсионеры. Я понимаю, это пенсионеры, которые пенсии не хватает. Из-за этого идут на дополнительный заработок. Механизм такой, что вот это вот отчисленные средства мы распределяем по актуальным расчетам до конца жизни этого пенсионера, этого человека. И получается около где-то, зависит от того, сколько отчислений будет, сколько их будет добавляться на ежемесячные пенсии. То есть читателю необходимо просто прийти в офис? Да, я хотел бы, вот каждый четверг у меня с 3 часов до позднего вечера у меня прием. Если сможет, я попросил, чтобы хорошо. Это как-то заранее нужно записываться? Ну, каждую неделю звонят с началом рабочей недели. И мы записываем. И я буду сам лично принимать. Следующий вопрос. Читатель спрашивает о реформах или реорганизациях полномочий по сбору соцотчислений и передаче их в ГНС. Всякому человеку понятно, а вам, как специалистам, и подавно, что возникает много проблем у налоговиков и соцфонда по поводу синхронизации данных. Так как собирает один орган, учет ведет и хранит другой орган, а правильность появится только через много лет. Читатель боится за то, что, возможно, будут какие-то ошибки и пробелы из-за вот такой вот реформы. Что вы можете сказать? Ну, правильно читатель наш беспокоится. Но этот вопрос поднимается уже в течение более 10 лет. Этот вопрос поднимается со стороны представителей бизнеса, потому что в нашем правительстве идет такая политика, что мы должны уменьшить количество контролирующих, проверяющих органов, в том числе и по сбору налогов и социальных отчислений. И в поддержку обращений наших предпринимателей правительство принимает такое решение. И в том числе вот вопрос передачи сбора социальных отчислений, страховых взносов одним органом. В принципе, ну, это правильный вопрос, что мы должны уменьшить контролирующий орган. С другой стороны, мы не думаем о том, что когда вот наши предприниматели обращаются о уменьшении, мы должны думать и о работниках, которые в будущем будут выходить на пенсию. Дело в том, что наша функция и функция налоговой службы – это две разные вещи. Налоговый орган собирает налоги, и они отдают в казначейство, через казначейство распределяется Министерством финансов на государственные нужды. А страховые взносы, они должны в полном объеме возвращаться нашим будущим пенсионерам. Сегодня они плательщики, работники каких-то учреждений или предприниматели, но завтра они будут пенсионерами. А этим пенсионерам мы должны обеспечить возврат этих денег. А вот здесь вот вопрос. Где проблема передачи? Можно как работали, вот налоговый инспектор собирает, также и будут собирать страховой взнос. Дело в том, что механизмы совсем разные. Мы, социальный фонд собирает и эти средства персонализирует. То есть размещает по личным страховым счетам каждого застрахованного лица. И от этого будет зависеть, от периода уплаты и суммы уплаты будут зависеть будущие пенсии. И налоговой системы такой системы нет. Не имеется. То есть сейчас мы в связи с тем, что постановление правительства вышло о передаче функции сбора, мы ставим вопрос, что сначала мы обозначили, какие будут проблемы. Начиная от сборов, идентификации этих средств, потом использование этой информации для назначения пенсии, потом до выплаты. И с 2010 года тем более идет у нас работает накопительная компонента пенсионной системы.
То есть учет еще более усложнится. И вот этот вот механизм, чтобы разработать, чтобы полноценно, чтобы этот механизм работал и в налоговой системе, должно очень много времени. Мы сейчас расписали, какие там могут быть проблемы, и что мы должны решить, какие проблемы должны решить, чтобы потом не пострадал наш гражданин. И сейчас вот постановление вышло, закон изменения внесли, но сама система, механизм пока еще не готов. Хотели бы провести сейчас пилотные проекты в некоторых районах. И по результатам этих пилотных проектов мы решим оставить в социальном фонде, если не состоится пилотный проект. Оставить. Если состоится успешно, тогда мы даже не против передать, потому что сама возможность налоговой системы по сбору страховых взносов и налогов, налоговой системы очень большие. Например, у них занимается этим сбором более 2000 человек. У нас работает 400 тысяч человек по сбору страховых взносов. Из них 100 человек занимается ежедневным приемом, то есть они никуда не выходят, принимают отчет. А 300 человек занимается сбором. Вот сравните 2000 человек в налоговой системе и 300 человек в социальном фонде. Тем более полномочий по законодательству намного меньше, чем в налоговой системе. У них налоговая проверка есть, рейдовая проверка есть, и разные виды проверок есть по налоговому кодексу и так далее, и так далее. И уже готовится передача функций, наши функции по сбору страховых взносов, они урезаны. Законодательства таких возможностей, как у налоговых соцфонда нет. Поэтому есть много вопросов по охвату предпринимателей, по влиянию, например, на предпринимателей через систему проверки. Намного меньше. Поэтому мы тоже вот думаем, что хотим, чтобы вот эта вот передача она состоялась. Но одна такая проблема, которую я выше перечислил, не должна быть в первую очередь выполняться. И после этого передать. А вот все-таки больше плюсов в передаче функций ГНС или больше минусов? Вы знаете, мы обозначили и плюсы, и минусы. Какие плюсы, вот, я буду говорить. Для предпринимателя это плюс. Будет приходить один человек. А для застрахованного лица, если налоговая система не наладит такую систему, чтобы право застрахованного лица было защищено, она в будущем будет ущемлена у застрахованного лица. Потому что вот эта вот проблема выявится не сегодня, не завтра, а выявится, когда этот человек, если он не заинтересовался, куда идут его отчисления, он будет приходить через 25 лет, и тогда он узнает, что он где-то проработал, и отчисления были неправильные. Хорошо, если больше было поступлений, чем он фактически проработал. А если меньше? Ну тогда скажете, я проработал таких-то предприятиях, ну, мне получается, в зависимости от того, от поступления этих средств, у него оказалась пенсия такая маленькая, но тогда будет проблема. Если не найдет первичку, например, от какого предприятия начал он работать, до конца трудовой деятельности, не будет точных данных, он будет опять незащищенным человеком в социальных отношениях. Ему придется опять выделять деньги для социальной защиты через систему социального развития, социальной помощи и так далее, и так далее. То есть круговая пара. Получается, мы делаем кому-то хорошо, а другой стороны мы делаем, получается, ущемляем права других граждан. Поэтому здесь правда где-то в середине. Мы об этом и говорим, и мы должны это решить. Вот предприятие, например, один хозяин, он заинтересован, чтобы пришел один человек проверять. А у него работает 1000 человек. Ущемляется права 1000 человек. Где тогда? Где мы должны больше уделять внимание? Хорошо, конечно, защищать права 1000 человек, чем одного предпринимателя.
Но с другой стороны, этот человек кормит 1000 человек, заработная плата обеспечивает и так далее, и так далее. Ну не ущерб и этому, и этому. Понятно. Следующий вопрос от Фрунзе Хантера. Здравствуйте, я военный пенсионер. Пенсию раньше давали 5 числа каждого месяца, и было это очень удобно, так как в это же время приходили счета за коммунальные и другие выплаты. Потом почему-то стали выплачивать после 10 числа. К этому времени накапливались счета с пенями за просрочку платежа. Верните выплату пенсии, как раньше, 5 числа. Все пенсионеры обеими руками за. Ну, конечно, если пенсию будете получать пораньше, конечно, хорошо каждому пенсионеру. Но надо учитывать один момент. В законодательстве прописано, что пенсия выплачивается за истекшие месяцы. То есть за прошлый месяц. А сейчас мы осуществляем выдачу пенсии за текущий месяц. Вот он говорит, что с 5 числа начинаем. Это 5 числа текущего месяца. Мы передвинули на 5 дней, на 10 число. У нас страховые взносы поступают за истекший месяц до 15 числа текущего месяца. То есть на начало месяца мы должны сформировать, собрать деньги и подготовить для выплаты через почту, через банки. А в связи с тем, что вот этот вот страховой взнос поступает позже, у нас образуется дефицит, то есть нехватка денег. Поэтому вот до 10 числа мы через республиканский бюджет, через наши системы сбора, мы аккумулируем все средства, и 10 числа мы начинаем. А то, что касается, то, что говорит, что коммунальные платежи, они платят за истекший месяц. Поэтому здесь некоторые не понимают, что уже привыкли, уже годами идет с 1 числа финансирование. Вот сейчас уже, во-первых, количество пенсионеров растет. Вот год назад было 580 тысяч человек, сейчас уже 600 тысяч человек. Каждый год количество пенсионеров растет от 10 до 20 тысяч человек. Объемы расходов растут. Поэтому нам придется решить какие-то проблемы, чтобы не было срыва в выплате пенсий, не было ущемления прав этих пенсионеров и так далее, и так далее. Я думаю, было предложение вообще начать после 20 числа. Потому что за истекший месяц, за текущий месяц, если платит, финансируется пенсия, почему начать 20 по 30 каждого месяца? Мы настаиваем, чтобы права наших пенсионеров защищать и только начать 10 числа и заканчивать в течение 10 дней, от силы 15 дней закончить через систему банков и почты выплаты пенсии. То есть все-таки пока не получится, да? Ну, это не то, что не получится, а мы этого делать не будем. Потому что мы, во-первых, сегодня мы уже нарушение закона выплачиваем за текущий месяц, а еще хотим с 1 числа текущего месяца. Поэтому мы должны открыто говорить, что вот этого будет, этого не будет. Ну, после 5 числа этого не будет. Мы уже от этого отошли. Слава Богу, наши пенсионеры уже привыкли. Хорошо. Следующий вопрос от нашего читателя. У него ряд вопросов. Здравствуйте, вы успешный человек. Как вы достигли таких высот? Пока остановимся на первом вопросе. Ну, и насчет достижения таких высот я не знаю, но это, наверное, труд, который мы проделали многие годы. Оценка нашего руководства, коллектива в первую очередь. Я думаю, как мы работаем, оценку будут давать, наверное, народ наш, пенсионеры наши. Я думаю, что я достиг таких высот. Хорошо. Также он интересуется вашим режимом работы. Режим работы, я вам честно скажу, нестабильный. Иногда приходится рано вставать, приходить на работу, подготовиться, заседание правительства, совещание, защите законов.
и так далее, и так далее. Поэтому приходишь на работу рано, уходишь поздно, как обычно. Тем более у нас такая ответственная работа перед нашими пенсионерами, перед населением, перед нашими уважаемыми предпринимателями. И приходится вот выдержать такой режим. Ну, постараемся уделять больше внимания на здоровье, потому что если здоровье будет подорвано, ты уже служить народу, служить системе не сможешь. Поэтому мы уделяем больше здоровья и обязательно работе. Вот такой режим у нас. График ненормированный. Ненормированный. Ага. Ясно. Также читатель спрашивает, проходили ли вы IQ-тест и сколько баллов вы набрали? IQ-тест не проходилось. Это испытание уровня интеллекта. Да? Ну, я знаю, что разные тесты. Ну, в течение трудовой жизни я не приходилось много раз проходить аттестацию, много раз приходилось проходить через комиссии, приходилось проходить повышение квалификации, не только здесь, а за рубежом и так далее, и так далее. Но больше я стараюсь заниматься самообразованием. Вот некоторые я прочитал, есть вопросы, у вас нет, говорит, в резюме, где вы заканчивали. У меня 2 высших образования. Одно образование это по направлению сельское хозяйство, второе специалист как в банковском секторе, то есть заканчивал банковское дело. Проработал многие годы в сфере банка, в сфере предпринимательства, по развитию предпринимательства многие годы работал, по созданию рабочих мест, изучению рынка труда и так далее, и так далее. Но я думаю, это не зависит от того, что ты умеешь там корочку, диплом. Я думаю, что зависит от того, человек занимается над собой или нет, занимается и самообразованием и так далее. Читатель спрашивает, почему вы все-таки не идете на выборы? Я считаю, что человек должен быть там, где он нужен. Нужен и считает, что он нужен там. Я, например, во-первых, рад, что я служу, работаю в социальном фонде, делаю определенную работу для наших пенсионеров, так далее, повторюсь. Во-вторых, не обязательно где быть, а как ты работаешь, приносишь ли пользу, от тебя отдача есть в обществе или нет, и так далее. Я считаю, что и здесь нужно делать пользу для государства, для населения, для народа. Дальше вопрос от того же читателя. Сколько стоит попасть в первую десятку основных партий? Спрашивает он. Правда, не знаю. Я даже не интересовался. Ну, разные слухи ходят, что там надо вносить какую-то сумму в фонд партии и так далее, и так далее. Но это мне интересно. Мне интересно, какой будет у нас парламент. Профессиональный или непрофессиональный. И все зависит от работы председателем соцфонда. Я уже имею определенное представление, что если будет профессиональный, качественный парламент с сознанием как проблем жизни, и столько будет отдача, защита законов, разработка законов, требования к министрам, председателям отраслей, государственных органов, знание проблем и так далее. Вот это вот зависит от этого. Я переживаю за это, чтобы наш следующий парламент был еще более профессиональный, чем уходящий. Вопросы нашего читателя не заканчиваются, у него их много. Он даже спрашивает, с какого рода и какие отношения у вас с родственниками, не вымогают ли они у вас деньги? Какого я рода? На этот вопрос отвечу так. Я кыргыз. Вырос в селе, знаю быт,
трудности нашего народа и так далее, и так далее. Не обязательно говорить, с какого рода. Я думаю, от этих понятий мы должны уходить. Потому что мы же знаем, что если человек с какого-то рода начинается выстраивать какие-то отношения, он нужен, не нужен, наш, не наш, и так далее, и так далее. И поэтому я призываю молодежь особенно не обратить на такие вещи внимания, а работать, трудиться. А второе, что будет? А какие у вас отношения с родственниками и не вымогают ли они у вас деньги? Ну, нас воспитал, у нас было у моих родителей 9 детей, я самый младший из мальчиков. Все мы заканчивали учебное заведение, высшее учебное заведение. Воспитывали, чтобы каждый человек был образован. А то, что помогает, не помогает, у каждого есть проблемы. Иногда приходится морально поддержать кого-то. Ну, наша семья старается самостоятельно выкарабкаться из любых положений. Ну, в общем, у нас такая дружная семья. Мы стараемся друг другу не создавать проблем, а самим. Это самое главное. Это самое главное. Как вы думаете, нужно ли подчиняться менталитету нашего народа, то есть помогать своим знакомым, или быть честным человеком? Ну, помогать знакомым и быть честным это не мешает. Если знакомый, если вот рассматривает вопрос работы, да, если он подготовленный человек, например, почему не помочь? Если он пользу принесет системам, экономикой, ну, где бы он работал. А то, что у кыргызов есть пословица «туан чулбиде иманджок», «туан чулбиде иманджок», «туан», такое пословица есть. И вот я вспомнил, вот здесь вот написано было. «Турабиде туанджок», «турабиде туанджок», «туан чулбиде иманджок». Я вот поддерживаю такое. Если ты будешь делать акцент на то, что он родственник, и будешь делать ставки на таких людей, если он плохой работник или неподготовленный, конечно, будет страдать наша система, экономика, наше государство от этого страдает. А если даже знакомый, если он подготовленный, надо поддержать. Я так считаю. Не обязательно принять, например, на работу у себя, да? А поддержать просто, подсказать, посоветовать и так далее. Я думаю, это правильно. Хорошо. Следующий вопрос от читателя под ником админ. Здравствуйте, я работал в Ленинском районном управлении социального фонда. И, как известно, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на основе добровольного патента, должны отчислять в соцфонд процент от стоимости патента. Вопрос. Вы знаете, что эти взносы не оплачиваются в полном объеме на Волжском рынке. Я даю гарантию на 90%. Это проверить очень легко, просто сходите с проверкой и все. И о какой достойной пенсии можно говорить, если страховые взносы не оплачиваются, и их оплачивают только госслужащие и юрлица, а индивидуальные предприниматели нет? Ну вот, прочитав этот вопрос, я понял, что этот человек работал у нас в соцфонде, да? Я вот приглашаю, почему он ушел с нашей системы, может, какие-то причины были. Я бы хотел, чтобы с ним встретиться, поговорить. Что есть проблема на базарах по охвату, это мне уже известно. С одним из вопросов, который делает акцент на то, чтобы передать в налоговую систему, они же идет по охвату. У нас меньше людей, у них больше людей, у них больше прав, у нас меньше прав и так далее. Поэтому я буду поддерживать. А то, что многие не оплачивают, некоторые уклоняются, зная закон. Некоторые не знают, потому что мы еще не доводили. Или он не поинтересовался, что надо оплачивать. 90% это слишком много, наверное. Ну, какой-то процент есть неохвата. Но
В связи с тем, что мы последние годы много выступаем через средства массовой информации, информируем наше население о пенсионном обеспечении в республике, выступаем, встречаемся и так далее, и так далее. И вот наблюдаем такую тенденцию, что идет много вопросов, много молодежи, которые заботятся уже о том, что проблема будущей пенсии – это проблема самого работника или самого гражданина. И поэтому, если есть возможность оказать нам помощь нашим читателям, я приглашаю. А то, что пока оплачивают большие суммы только юридические лица и госучреждения, это да. Вот я приводил вам статистику, с 1 326 000 человек идет 700 000 человек, это вот юридические лица и работники государственных учреждений. И получается так, что около 90% формирует бюджет именно вот от юридических лиц и государственных учреждений. Остальные, вот, кто работает на базарах, кто работает, занимается сельским хозяйством и так далее, около 700 000 человек тоже. Вот они оплачивают по соответствию законодательству очень маленькие суммы. Это в законодательстве так закреплено. Мы сейчас вот приняли концепцию, и в конце предусматривается, что мы должны пересмотреть ставки отчисления страховых взносов именно категориям, кто занимается на базарах и кто работает в сельском хозяйстве. То есть все вот эту вот нагрузку, то, что есть, ляжет на работников госучреждений и юридических лиц, мы должны распределять. И, соответственно, они должны потом получать соответствующую пенсию, сколько начислено, в зависимости от того. И есть проблема, что юридические лица по ставкам, они действительно большие деньги отчисляют. Ну, я думаю, если решим проблему вот категории, которые на базарах, на рынке торговли занимаются, индивидуальной торговой деятельностью, после этого мы перейдем к пересмотру ставки тарифов для юридических лиц. А вот возможно ли вообще обязать индивидуальных предпринимателей, да, тех же, которые работают на базаре и так далее, платить все-таки отчисления в соцфонд? Невозможно, а в законодательстве установлено такое, что должны платить. Но вот до внесения изменений в законодательство, сейчас уже другая ставка идет. Но это тоже не дает, но это первые шаги, что люди, которые занимаются на базарах и в сельском хозяйстве, первые шаги, что в будущем они должны платить соответствующую, то, что будут получать в будущем пенсию. А все зависит от того, что какую мы политику будем проводить, государство будет какую политику проводить, и от лица государства соцфонд будет какую проводить, и какое понимание будет от населения, от этого и зависит. А исполнение законов никто не отменял. Законы установлены, не должны все платить. Хорошо. У нас следующий вопрос. Я предприниматель, и меня пугает ужасное состояние офиса, структурных подразделений соцфонда. В частности, некоторые районные отделения, как Первомайский и Октябрьский, напоминают, как будто после военной оккупации, ничего для плательщиков. Сравните с налоговой, отстаете как минимум на 10 лет. Квалификация сотрудников, которые зачастую формально относятся к своим обязанностям, и когда им намекаешь на этику госслужащих, они ведут себя достаточно агрессивно. Отсутствие прямой сдачи интернет-отчетов также сказывается. Будут ли приняты меры в данном направлении? Да, это тоже такой актуальный вопрос. Хорошо, что задали. Спасибо за вопрос. Действительно, у нас именно в городе Бишкек офисы, которые работают наши, находятся филиал отделения социального фонда, ужасные. Почему? Потому что никто не обращал внимания на то, чтобы обустроить наши офисы, чтобы людям нашим представителям возраста, например, пенсионерам приходить, получить достойную услугу, предпринимателям тоже получить услугу в смысле
пришли, оплатили, создали, оплатили, потом не тратили времени для того, чтобы в очередях вставать. Но сейчас, видите, как я и сказал, что в течение нескольких лет ни одно здание не было выделено для того, чтобы создать условия или помещение для того, чтобы создать центр такой. И тем более у нас в некоторых, вот в Октябрьском районе наше управление находится, занимает бывший садик. Есть постановление высвободить эти садики и отдать под садики и так далее. В этом году мы старались создать центр обслуживания населения, где будут созданы все условия для наших пенсионеров, для плательщиков, от начала, от уплаты до конца получения пенсии нашим пенсионерам. Со всеми стандартами международными, какие имеются в пенсионных фондах. А то, что обращает наш читатель внимание на такие вещи, конечно, с одной стороны неудобно, с другой стороны, это годами нерешенный вопрос. Мы будем решать в этом году, и перед правительством поставили вопрос о выделении помещений, здания. Я думаю, в кратчайшие сроки, может, до конца года, если не получится, в течение 16 лет мы создадим не хуже, чем условия налоговой системы. В налоговой системе, понимаете, там другие финансирования, другие возможности. Оказывает международная организация для создания предпринимательных условий. Международная организация выделяет деньги на ремонт, на создание условий. Вот недавно было в Дордое открыто при помощи ЮСАИДа открыт центр по приему платежей в налоговую систему. А мы обращались несколько раз в разные учреждения зарубежные, да, имеется в виду инвестирующие. Но на Западе принимаются другие понятия. Вот, пенсионный фонд считается там богатым, что имеет огромные средства и так далее, что не нуждается в помощи. А у нас средства, ну, такие ограничены. Тратим от общего бюджета где-то 3% на заработную плату, на коммунальные услуги и так далее, и так далее. Из 3%, вот если вот посчитать там миллиона замов, 80% уходит, например, на заработную плату, а только 20% на содержание. И оттуда никак не получается взять какие-то средства, направить на создание таких условий, на покупку там, здания, на ремонт зданий и так далее. И так далее. В этом году хорошо, что парламентарий правительство поддержало выделить около 30 миллионов сумм выделить, но это небольшая сумма. Но тем не менее мы сейчас изыскиваем другие возможности, и эти средства, 30 миллионов сумм, направить на ремонт, на приобретение здания этих средств не хватает. Ясно. Читатель также задал второй свой вопрос. Насколько вы считаете, что вы достойны занимать подобную должность и не уступить ее никому с более профессиональным опытом в данной сфере? Насколько я в соответствии занимаемой должности, это дадут оценку, наверное, то, что я говорил, наш коллектив, население, наши пенсионеры. Да? Вот, например, последние 4 года, это время, как я работал председателем, многое сделано, много что недоделано еще. Будем завершать это. Вот результат работы. Средняя пенсия была в начале 10-го года 2000 сомов. 2000 сомов. Сейчас уже 4800 вот, с сентября месяца. То есть 2,5 раза повысили. Это не результат нашей работы. Это не только касается меня, а вообще коллектива. Объем финансирования растет. Некоторые думают, что
больше средств идет на республиканского бюджета, нет. В 2010 году было где-то около, составляло вот, страховые взносы, составляли около 10 миллиардов сумм. В этом году уже 25 миллиардов сумм. Но это тоже, я думаю, заслуга наша. Это большая, кропотливая работа. Поэтому я думаю, что достоин, недостоин должна ценить наше население. А святое место, говорит, пусто не бывает. Я рад, что у нас в коллективе растет высокопрофессиональная такая молодежь, которая в любое время может принять бразды правления и развивать нашу систему. И я хочу напомнить, что пенсионная система – это не та система, что каждый год каждый человек может прийти и управлять. Я вот последние 18 лет работаю в этой системе, в том числе в социальном фонде, более 10 лет. Я думаю, что человек, который только-только пришел, я не думаю, что-то он сделает. Он должен сначала вариться, да, вникнуть, какие проблемы, что можно сделать и так далее, и так далее. И потом надо продвигать какие-то реформы. Хорошо, следующий вопрос. Моим знакомым, которые оказались в черном списке ФМС России, при смене фамилии выдали новый полис ОМС. Несколько месяцев назад был опубликован список граждан, получивших новые полиса ОМС. Как быть тем 6 тысячам граждан, которые получили паспорта с новыми ПИН? Эти полисы и ПИН были выданы филиалами соцфонда, а теперь аннулированы. Какова процедура восстановления ПИН-кода? Я думаю, если вот при смене фамилии, они не должны были выдавать новый ПИН. Законодательство для того, чтобы поменять ПИН, человек должен поменять пол или дату рождения. Потому что 14-значные цифры, они именно привязаны к этому полу, дату рождения и порядку номера. И поэтому, если просто поменяли при смене фамилии, это зависит от того, что какую метрику или свидетельство о рождении выдали в ЗАГСе. А если при выдаче новой фамилии они не учитывали прежний номер и приходят в социальный фонд за новым номером, наш сотрудник не увидит, что он был под другой фамилией и у него номер был такой-то. Он приходит как новый человек. Они ссылаются на аутерию и так далее, и так далее. И вот наш сотрудник потом, не увидев, что это не новый человек, это тот человек под каким-то номером, ну, фамилию поменяли. Но в связи с тем, что данных нету, они выдают потом новый ПИН. И то, что в средствах массовой информации прозвучали факты со стороны МВД, сейчас они проверяются. Я думаю, что это не без участия наших коллег со стороны ЗАГСа, архива и так далее. Поэтому, если есть проблемы с ПИНом, надо обращаться просто в соцфонд. А если с новыми документами, свидетельством о рождении, надо будет выяснять. Ну, честно говорить, что раньше была фамилия такая-то, сейчас фамилия такая-то. Тогда сохранится старый номер. А вот долго ли будет вообще занимать по времени сам процесс восстановления старого ПИН? Нет, не долго. Если он назовет старую фамилию, например, фамилия, имя, отчество, и там уже выскочит номер, старый номер. И тогда возьмет старый номер, напишет новую фамилию. То есть номер остается, а фамилия поменяется, и все. А это вообще как-то уголовно преследуемо, то, что человек незаконно поменял свой ПИН, назвав какие-то неправильные факты? Но если человек сам пошел на такой путь, это же уголовно наказуемо. Поэтому вот возбуждаются уголовные дела. Мы сейчас ждем, какие будут заключения наших сотрудников с МВД, и что они дадут, и через прокуратуру, через суд, наверное, будем искать виновных. Но пока нам не дали. Прозвучали, что 6 тысяч пинов неправильно выданных.
Ну, кому что, пока нам неизвестно. А вот что будет с сотрудниками соцфонда, которые занимались незаконной выдачей, возможно, денег? Ну, если через следственные органы будет указываться фамилии виновных наших сотрудников, они будут увольняться, и мы будем передавать правоохранительным органам, почему они занимаются этим. Хорошо. Следующий вопрос. Моему дяде 64 года. Документы на получение пенсии он пока не подавал по определенным обстоятельствам. Если подать в этом году все документы, сможет ли мой дядя получить еще и деньги за год, которые он не получал? Ведь ему должны были выплатить из-за возраста по 1500 сомов. Ну, отвечу сразу, что пенсия назначается со дня подачи заявления. Если он по незнанию законодательства подает через некоторое время, задним числом, чтобы выплатить пенсию, такое в законе не предусмотрено. Если он пропустил 3 года, значит он за 3 года не получит. Получит со дня, законодательство у нас так прописано, что со дня подачи заявления не получит. Хорошо. Какова доходность соцфонда по размещению свободных денежных средств? Раньше у нас вообще в бюджете распределяются средства пенсионного фонда, средства накопительного пенсионного фонда. Вот если есть запасы, то выплаты нынешним пенсионерам, запасы или остатки средств в пенсионном фонде, тогда мы размещаем для того, чтобы получить определенную прибыль, а потом эту прибыль распределять посредством повышения пенсии. Ну, последний год у нас в пенсионном фонде нет. У нас все собранные средства уходят сразу на выплату пенсии. А есть средства накопительного пенсионного фонда. В этом году уже больше 7 миллиардов само. И согласно закону и постановлению правительства, они размещаются на депозиты до 30% от общей суммы, до 30% на депозиты в коммерческий банк. И около 70% на государственные ценные бумаги, для того, чтобы обеспечить сохранность этих средств, было принято такое постановление. И вот если посмотреть, на какие ставки, на какие банки были размещены пенсионные накопления наших граждан, они около 18 банков под различными процентами, зависит от срока размещения, от 6 месяцев до 2 лет. И вот есть 14% 6 месяцев. И сейчас в этом году уже такие ставки поднялись, они до 18% доходят. Иногда бывало, в конце 2014 года было до 20% размещения. То есть это означает, что каждый гражданин, если хозяин этих денег, за счет посредством размещения этих средств, он будет получать прибавку к пенсии в будущем. Да? Насчет ценных бумаг. Ценные бумаги разместили мы около 70%. И тоже доходность от 14 до 20% годовых. То есть каждый гражданин может чувствовать уверенным, что эти средства, его средства работают, не только работают, а приносят положительную прибыль. И эта прибыль будет потом распределяться как дополнительная прибавка к пенсии. Хорошо. А планируется ли реформа пенсионной системы? Если да, то в каком виде? Где можно об этом поподробнее узнать? Ну, мы раз уже говорили, Да. что мы приняли новую концепцию пенсионного обеспечения в республике. И там было поднято много вопросов, начиная от тарифной политики, касается льготных пенсий, касается вопроса выхода на пенсию льготных пенсионеров, высокогорным, одаренным, трудодоступным и так далее, и так далее. А стаж? Сколько должен иметь человек для того, чтобы выходить на пенсию? Необходимый минимальный стаж и так далее, и так далее. И там было вот то, что касается первого вопроса, вопрос надбавки судьям. Это тоже было отражено, включено в концепцию, и
В результате этого мы принимали вот такие вот изменения в законодательстве. И подробно можно узнать у нас в сайте КФСФ Кеджи. Там все расписано. Если какие-то вопросы есть, интересующиеся, могут прийти к нам. У нас есть отдел, который будет именно объяснять, по какому направлению идет реформа пенсионной системы. Ну, эта реформа рассчитана на 13, 14, 15, 16, 17 годы. Некоторые моменты до 2020 года. То есть в течение этих лет мы должны принимать новую концепцию. Концепция сама работает, изменения, новые изменения пенсионной системы. Ну, самое главное, принятие концепции предполагает, что она должна быть справедливой, то, что мы говорим. Права у всех должно быть пенсионной системы одинаковой. Кроме социально уязвимых инвалидов, кто потерял кормильца и так далее. Остальные все наравне. Будут работать, будут получать пенсию. Будут отчислять, будут получать пенсию и так далее, и так далее. То есть пенсионная система, вот, вы же знаете, вот в Греции, например, экономический кризис и затрагивается сразу пенсионный вопрос. И у нас то же самое. Вот, сегодняшняя система, пенсионная система, это прямое отражение состояния нашей экономики. Некоторые говорят, что там размеры пенсии очень мизерные. Это экономика наша такая. Если больше будут отчисляться, больше будут открываться рабочие места, больше будет участников. Вот, например, экономически активное население у нас 2,5 миллиона человек, да? А участвует в формировании всего лишь 1 326 000. Остальные 1 миллион человек – это мигранты, которые уехали, не участвуют пока в формировании будущей пенсии. И те люди, которые уклоняются от уплаты. Но если вот эту вот проблему будем ставить на правильное русло, я думаю, вот пенсионная наша реформа осуществится, и каждому будет понятнее, что каждый будет знать. На Западе, например, молодые люди, только вступившие в трудовой путь, они уже начинают задавать вопрос, какая будет пенсия, где будет формироваться, кто будет заниматься управлением этих средств и так далее. То есть можно ли сказать, что на Западе молодежь более заинтересована? Да, более заинтересована. А у нас вот, нас же показывают, вот, например, 30-летние не интересуются, 40-летние нет пока. А интересуются, кому остается 5 или 3 года. Начинает там собирать свои архивные документы, собираются данные, где работают и так далее, и так далее. А в этот момент, может быть, в архивы предприятия, которые работают ликвидированы, они не сдали в архив, да, документы. Или он сам потерял эти документы. Придется назначать потом из этой пенсии. А на Западе как я говорил, что начинаешь трудовую деятельность, начинаешь интересоваться с пенсией будущей. Поэтому у них пенсионеры хорошо живут из-за того, что интересуются, отчисляют. В некоторых моментах работодатели даже заставляют. А у нас, получается, мы только работаем с работодателями, а работниками работаем только, когда мы даем информацию о состоянии личных сложных счетов. Вот последние годы мы отправляем письма счастья, так называемые. И вот начинаем после этого интересоваться, а можно, кажется, получать информацию, потом посчитать, сколько будет в будущем пенсии и так далее. Ну, эту работу мы будем продолжать, потому что так, система такая сложилась. Взрослое население, большинство работали в советское время, даже не знали, как формируется вообще пенсия. А сейчас уже молодежи надо объяснять, что забота о будущем, особенно вопросы пенсии, это забота каждого. Хорошо, у нас следующий вопрос.
Есть ли в соцфонде хоть один человек, обладающий опытом работы в пенсионной системе в других государствах? У нас есть много наших сотрудников, которые ездят, смотрят, участвуют в семинарах, перенимают опыт других стран. Но я думаю, это зависит не от того, что он работал в других системах, а зависит от того, что, как он знает нашу систему, с учетом того, что какие системы существуют в других странах. Вот, например, в Казахстане там последние годы были чисто накопительные системы. То есть кто сколько отчислял, он будет получать пенсию такую. Потом передается эти средства в управляющую компанию потом управляет этими средствами. Потом управляющая компания как управляет, успешно, неуспешно, будет возврат денег или не будет. Если не будет, у них государство гарантирует. То есть схема такая, система такая работа. В России смешанная, как у нас. Есть и государственное участие государства, и гарантирует какую-то минимальную пенсию. А у нас то же самое вот, система. Есть где часть, где государство гарантирует, вот, базовая часть пенсии государство гарантирует. Ты наработал столько лет стажа, тебе обеспечивается такая сумма. Но больше уделяется на... Мы говорим, что больше должны дать возможность самим формировать участие в государственных пенсионных фондах, участие в частных пенсионных фондах. К сожалению, у нас, вот видите, у нас частные пенсионные фонды не так развиты, доверия населения пока нет. И как они будут управлять этими средствами, тоже большой вопрос. То есть финансовый рынок, пенсионные, частные фонды и так далее, и так далее. Пока у нас не так развит, как на Западе. И у нас есть много положительных моментов, где маленькими такими шагами идем, я думаю, верным путем. Вот в Казахстане, например, сначала сделали большой шаг для создания частных накопительных фондов, а сейчас идет опять назад, возвращается в нашу систему. Грузия ликвидировала нашу систему, а сейчас опять создают. У нас спрашивают, консультируются, как создавать опять систему, которая будет работать с учетом экономики каждого государства. А перенимать опыт наши специалисты ездят, и много таких специалистов, которые в любой момент могут принять такое ответственное решение именно в нашей системе. Читатель Акбарс интересуется, сколько планируется потратить на новогодний корпоратив в этом году и кто утверждает эту смету? Ну, я понял, откуда этот вопрос. Проведение корпоративных вечеров – это прерогатива нашего профсоюза. То есть в каждом коллективе есть профсоюз. И этот профсоюз, заработная плата, каждый член нашего коллектива отчисляет энную сумму в процентном соотношении. И вот они решают, куда направлять подарок детям, покупку какого-то для коллектива полезного, какое-то, может, оборудование, может быть, отдохнуть где-то и так далее, и так далее. И в том числе проведение корпоративных вечеров. А администрация будет участвовать в проведении организации этих вопросов. А наш коллектив, он достаточно такой современный, много молодежи, и мы должны идти много со временем и хорошо работать и хорошо отдохнуть. Куда скажут наши члены коллектива, там и будем проводить такие вечера. А вот у нас последний вопрос. Как социальный фонд чувствует себя, уже вступив в Евразийский экономический союз, и можно ли уже наблюдать какие-либо плюсы и минусы от вступления в союз? Я думаю, от вступления в Евразийский союз, таможенный союз, мы получим только пользу.
Соцфонд пока в ожидании. Соцфонд пока в ожидании, потому что вступление в Евразийский союз предполагает свободное передвижение человеческих ресурсов, людей. И я думаю, мы не скрываем, что пенсионное обеспечение с экономической возможностью наших стран, партнеров тому по таможенному союзу, у них и на более высоком уровне. Поэтому мы ставим вопрос, что пенсионное обеспечение наших соотечественников, они должны решаться наравне с другими вопросами, которые касаются наших людей. И сейчас в рамках Евразес мы готовим новый проект договора. Несколько раз мы проводили встречи с Пенсионным фондом России, проводили онлайн-конференции с участием министров Евразийского экономического союза. И в ближайшее время мы будем рассматривать еще глубже этот проект договора. Я думаю, наши мигранты, наши соотечественники получат пользу, потому что защита прав пенсионного обеспечения намного облегчится. То есть я предполагаю, что не будет такой большой разницы, где он работает, где он живет. Самое главное, мы должны наладить учет. И каждый гражданин, где бы он ни работал, он должен получать пенсию и там, и там, и там. То есть, если человек работает в России, он будет получать пенсию и России, и Кыргызстана? Да, мы такой проект договора подготовили, что вне зависимости, где он наработал стаж и накопил средства, он должен получать там. Я думаю, будет много мигрантов, которые будут получать российскую пенсию. Пока с Казахстаном чуть-чуть другие, у них рассматривается по-другому этот вопрос. Но я думаю, пенсионное обеспечение со временем придет, что система для наших людей будет одинаковой. Потому что экономика не так уж больше много отличий. Самое главное, наши соотечественники получат от этой пользы. И социум тоже в таком же ожидании, что будет легче решаться, не будет волокиты с учетом пенсионных накоплений. Ну, как будет переводить, как будет назначаться, как будет учитываться, это уже будем решать в рамках договора. Ну вот и все. На этом время нашей онлайн-конференции подошло к концу. Спасибо, что уделили нам свое время. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо.